язык и что-то такое, чтобы меня с ним объединяло. Ну, это хороший показатель. Это очень хороший показатель. То же самое, вот где осетины, там, они одинаковый, народ одинаковой судьбы с абхазами. И в историческом плане развивались также. 10-11 тысяч лет назад тот же путь прошли исторический. Тоже воины, известные воины Алана. И здесь мы встретились. Причем мне один из старших осетинских, назовем, который здесь воюет, он мне сына своего доверил. Вот. Причем доверил не так, чтобы ты прибереги, чтобы живой был. Нет, говорит, 7 шкур с него спусти, чтобы человек остался. Вот это дорого стоит. Когда после боя пришли мальчишки, родители мальчишек, которые были со мной, спасибо сказали, для меня было самое дорогое. Но больше всего растрогало, когда ребята после боя мне подарили пулемет. Мой личный пулемет. Такие отношения дорогого стоят. Они настоящие, они реальные, они без фальши, вот, которые в социуме, в гражданской жизни есть. Там, я тебе там еще, а ты мне за это что-то, там кредит подешевле. Здесь все намного чище. Все виднее, все прозрачнее. Мне страшно было в бою. Страшно. Но ты-то не один, ты старший, у тебя за спиной пацанята. Ну, не надо подавать виду, что там растерялся или что. Нет, растерянности не было, просто обида была за безвыходность ситуации, которую политики завели все это дело на Донбассе. Все гражданские гибнут. Первое, что делали украинская армия, когда нас выкуривала, она сожгла все дома напротив, чтобы мы там не спрятались. Они даже не проверяли, они вели дистанционный огонь по жилому сектору, сжигали дома. Вот первое, что они сделали, это меня просто дико поразило, меня это взбесило здорово. Но люди жить будут, мы уйдем, мы пришли, ушли. Мы заняли специальный объект, который не несет такой вот какой-то смысловой, бытовой нагрузки. Мы заняли пекарню. Мы туда зашли, все, что могло быть уничтожено, мы снесли в подвал, спрятали, чтобы осколками не посекло ничего. Из тазов, в которых чаны там стояли, которым квасится тесто, мы сделали осколка и пулеуловители, чтобы нас не посекло. Все, больше мы ничего не трогаем. Было желание там вот это сделать, вернее, не надо. Мы уйдем, люди придут, пусть дальше хлеб пекут. Там остались пирожки, старые, засохшие пирожки, мы даже их не трогали, хотя кушать было нечего вообще. Грамотно, еще раз говорю, проявили себя именно те люди, у которых внутри оказался какой-то задел, который вложили родители, какие-то традиции. Ну, вот он хочет сделать, а ему традиции не позволяют. Вот это вот я о своих вот ребятах осетинах, собственно говоря, о них и хотел рассказать. Там, Аланчик, там, другие ребята. Не хочу кого-то выделить, чтобы там обидеть других, что нет. Вот они для меня вот блок осетины, мои ребята осетины. Вот о них вот, собственно говоря, хотел рассказать. Вот они за мной ходили как два крыла, два плеча, левый фланг, правый фланг. Четко неукоснительно. Человек 4 часа под обстрелом 120 миллиметровых просидел, даже не шелохнулся. С пулеметом он прикрывал вход. Там двое ворот, он прикрывал вход, и в случае появления пехоты противника при поддержке бронетехники, один из осетинов был с гранатометом, а второй был с пулеметом. Задача была первые 3 выстрела распугать пехоту, не дать ей войти, и уходишь своим флангом. Второй тут же выкатывается, наносит удары с гранатомета и откатывается другой. Следующий пост, они же сидели, тоже пулемет, гранатомет. Та же задача. Подбили БТР, второй подъезжает БТР, начинает нас крыть, высаживать пехоту. Мы то же самое делаем. Подбиваем его, фиксируем на месте, чтобы не ушел, с целью утащить к себе на базу, отремонтироваться и дальше использовать. Вот, пехота заходит, мы ее кладем. Вот эти вот ребята, вот 6 человек, которые там были, они вот под обстрелом минометом, достаточно серьезным, поверьте на слово, они находились от 4 до 8 часов, даже не шелохнулись. А если там другие воины дрогнули, испугались, там чисто вот как, а эти нет.